Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Валерия Наумова. Сегодня в рамках нашей передачи мы поговорим о молодежном правительстве региона. Как молодежь понимает значение проводимой спецоперации на Украине. Расскажет об этом гость студии Петр Бурнашов, председатель молодежного правительства Республики Саха-Якутия. Петр Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Молодежное правительство – это консультационный орган, который работает при правительстве республики на общественных началах. Расскажите, какие основные задачи ставит перед вами большое правительство и по каким направлениям вы работаете? Молодежное правительство работает с 2010 года, буквально уже 12 лет. Понятно, что молодежь приходит и вырастает и уходит. Сейчас работает 4-й состав молодежного правительства с 21 по 24 годы. Определены 4 конкретных направления у нас. Это проектная деятельность, которая идет с 1-го состава, имиджевая политика у нас тоже вторым основным направлением является, межрегиональное взаимодействие, работа с сельской молодежью, с муниципальным образованием и одно из самых главных направлений – это патриотическое воспитание подрастающего поколения. Какие отраслевые проекты социальной значимости вами разработаны? Какие предложения получили практическое применение? С 2018 года реализуется проект «Пуск». Это один из основных наших фундаментальных проектов. Уже применяется в 4 муниципальных районах. Это передвижной учебно-строительный комбинат, где в населенные пункты выезжают оборудованный специальный автобус, где со специалистами, с обучающими. Там мы работаем с техникумами, с центром опережающей подготовки, профессиональной подготовки и совместно с Госкомзанятости и с Министерством образования. Данный проект совместный получил очень большое практическое применение в связи с тем, что у некоторой молодежи в селе нет возможности выехать на учебу или на переквалификацию. Таким образом, данный проект позволяет пройти переквалификацию по рабочим специальностям, такие как маляр, штукатур или рабочие специальности, которые необходимы для непосредственно на местах, где проходят стройки, проходят какие-то ремонтные работы и так далее. Уже на сегодняшний день трудоустроены 22, в большинстве случаев, конечно, юношей. И еще второй проект, который у нас очень такое практическое применение в этом году получил, это в связи со столетием республики. Мы инициировали молодежный творческий конкурс «Билеты Якутии». Принимали участие около 100 молодых ребят в возрасте от 16 до 35. Цель была разработать дизайн билетов, в том числе и посадочных талонов для аэропорта Якутск, для тех рейсов, которые прилетают в Якутск, и для наших внутренних авиалиний. И сейчас совместно с аэропортами Севера мы разрабатываем данный эскиз победителя, чтобы применять в посадочных талонах данные эскизы победителя тематикой столетия, проще говоря, и должны применить еще в будущем на билетах в театры, в кинотеатры, если получится. Такое распространение должно получить. Вы упомянули, что сотрудничаете с молодежными правительствами других регионов страны. Проводите ли вы совместные мероприятия и участвуете ли в общероссийских акциях? Есть Ассоциация молодежных правительств России. По стране существует 83 молодежных правительств в каждом регионе, почти практически. И наше молодежное правительство ежегодно принимает участие в рейтинге молодежного правительства России. И ежегодно мы входим в топ-10. Там, получается, рейтинг составляется по активности, по реализованным проектам, по участию в федеральных проектах, и так далее. На дальневосточном федеральном уровне тоже мы активно сотрудничаем с Амурской областью, с Хабаровским краем и с Камчатским краем, с которым мы тесно работаем, дружим и тоже по мере возможности пытаемся встречаться и организовывать совместные мероприятия. Недавно мы принимали участие в акции «Крымской весне» в марте, который проходил на Комсомольской площади. Буквально практически все члены молодежного правительства приняли участие активное.
Да и сейчас вот на 27 апреля мы планируем принять активное участие, которое проводит под эгидой Министерства молодежи. Готовимся и будем обязательно принимать участие. Вы сказали, что одно из направлений вашей деятельности – это патриотическое воспитание. Как вы работаете в этом направлении? Сотрудничаете ли с муниципальными органами, с районами нашей республики? Патриотическое чувство молодежи должно формироваться, наверное, из скамьи детского садика, можно сказать. Да? И мы пытаемся охватить даже школьников младших годов, да? Но в основном мы работаем со студентами, со старшеклассниками, проводим разные акции, лекции, встречи и рассказываем про возможные такие события исторические, которые должны разбудить или как-то вот понять, что вот они живут в такой стране, что они являются гражданами не только своего села, города и так далее, да, такой страны, и думать о своей родине и так далее, не только вот в масштабе там класса, села и так далее, а более глобально и более масштабно. Сейчас на Украине российская армия проводит специальную военную операцию. Расскажите, как молодежь Якутии понимает значимость этой операции? Мы еще негласно разделяем у себя как, ну, грубо говоря, в кавычках, старая молодежь, которая там уже обзавелись семьями, работой, да, и так далее. А есть молодежь, которая прям молодая молодежь. Ну, это вот в кавычках наша такая терминология внутри себя. Это вот ребята, которые от 14 до 18, там, до 20 лет. Ребята свободные, свободно мыслящие и свободно выражающие свои мнения. Здесь мы тоже работаем с данной категорией молодежи, проводим встречи, ну, практически вот буквально вот до марта мы проводили в онлайне, да, в связи с ограничениями. Сейчас вот в связи со снятием ограничений, конечно, будет легче и будет проще проводить данные лекции в очном формате. Мы должны понимать, что цель данной спецоперации – это демилитаризация и денацификация в первую очередь. Что в конце февраля наш лидер нашей страны принял такое решение. И молодежь, конечно же, должна в первую очередь информация должна идти для молодежи, потому что мы это я подразумеваю молодежь, мы с техникой, с всеми вот информационными ресурсами на «ты», и здесь очень такой большая проблема находится. Очень много фейков, очень много таких желтой информации, да, грубо говоря, и мы должны придерживаться такой информации, которая исходит из официальных источников. И там четко прописано, что вот цель данной спецоперации – это не нападение на нашу соседнюю страну, это не агрессия на наших соседей, а именно это защита, в первую очередь защита территории нашей страны, защита наших соотечественников, находящихся на Украине. Спасибо вам большое, Петр Петрович, за то, что пришли, ответили на наши вопросы. Благодарю вас. Спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго и до новых встреч.